Винная Италия поделена на три части – северную, центральную и южную. Такое деление оправдано и с точки зрения общего стиля производимых вин. Здесь насчитывается более 250 сортов винограда. Например, Санджовезе, Неббиоло, Барбера, Тиральдего и другие. Символом итальянских красных вин можно бесспорно назвать Кьянти. Недаром 2/3 всей продукции этого вина идет на экспорт. Его производят в Тоскане, где живописнейшая местность, затерянная среди холмов, расположенная между Флоренцией и Сиеной, носит его имя – Кьянти Классика. Предшественники у этого рубинового напитка с дивным вкусом были не менее именитые, такие как Вермилья, Вернакия и Флоренс. Хотя само Кьянти стало известно лишь в конце прошлого века, появилось на свет оно довольно давно. А своим рождением обязано, как водится, любовной историей, но это уже совсем другая тема. Зато и по сей день это вино производят по старинному рецепту. Основу его, или, как говорят итальянцы, корпо, тело, составляет сок винограда Санджовезе, богатый танином, который закладывает в будущее вино характер. Цвет и аромат дает канайолло. Надо заметить, что в переводе Санджовезе означает «кровь Юпитера». Санджовезе красных сортов распространен по всей Италии и по количеству производимого из него вина соперничает с Барберой. Этому сорту принадлежит рекорд. Он входит в состав самого большого числа итальянских вин категории DOCG. Категория вин, чье происхождение проконтролировано и гарантируется. Классические образцы Кьянти и других красных вин, основу которых составляет сорт Санджовезе, имеют оттенки полевых трав и горькой вишни. Несколько лет, проведенных в бочках и бутылках, и перед вами предстанет настоящее Кьянти. Если же ваш винный погребок опустел, и вы хотите поскорее пополнить запасы, следует добавить в молодое вино немного мальвазии, белого винограда. Тогда Кьянти поспеет быстрее. Так советовал создатель Кьянти барон Беттино Риккозолли. Но в наше время, когда вечно спешат, мальвазию или требьяно добавляют всегда, считая, что их сок придает приятную мягкость. Разливали вино всегда в традиционные для тосканских вин 2-литровые пузатые бутылки – фиаски. Изобретение соломенной оплетки с ручкой приписывают гениальному и неутомимому Леонардо да Винчи. Сверху наливали немного оливкового масла, чтобы вино не портилось, и затыкали бумажным пыжем. Хрупкое стеклянное горло фиасок не выносило автоматического закупоривания. Как только Кьянти приобрело широкую известность в Италии и за рубежом, у него появились нежеланные сводные братья – красные вина из других областей страны, присвоившие себе популярное имя. Вездесущие подделки – обратная сторона славы. В России вкус итальянских вин оценили сразу. Они пользуются у нас огромной популярностью, хотя поставляются пока в очень малом количестве. Но может это и к лучшему? Жизнью следует наслаждаться как превосходным вином, глоток за глотком, с передышкой. Даже лучшее вино теряет для нас всякую прелесть. Мы перестаем его ценить, когда пьем как воду, писал Людвиг Андреас Фейербах. Цените вино и наслаждайтесь жизнью, как советовал философ.